Полиция Казахстана отчитывается о числе задержанных во время протестов на День независимости. Многие казахстанцы не могут связаться со своими родными. Правозащитники утверждают, что арестованных значительно больше, нежели указывается в официальной сводке. Вчерашним днем принудительному доставлению в различные РОВД города Астаны, по моим прикидкам, где-то человек 100-120. Сестра осужденного адвоката Йорова вернулась в Таджикистан и пока не чувствует никаких притеснений. Тем временем дочь другого политзаключенного жалуется на издевательство в милиции из-за ношения хиджаба. Я спросила, на каком основании вы обращаетесь с женщиной подобным образом. Они ответили, что ты не женщина, ты проклятая, ты подстрекательница. В Пакистане бывшего президента страны Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Сегодняшний день исторический. Это приговор не только генералу Первезу Мушаррафу, но и приговор всем диктаторам прошлого и диктаторам будущего. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане оштрафованных за участие в митинге 16 декабря сегодня повторно вызвали в полицию для профилактических бесед. Об этом в беседе с нашим корреспондентом рассказал правозащитник Ерлан Калиев. По его словам, некоторые родные задержанных все еще не знают о местонахождении своих близких. Тем временем МВД сообщает точное количество задержанных в День независимости. Правозащитники, в свою очередь, настаивают. Эти цифры вновь занижены. Шалпан Разбекова о дне после митинга. Гражданскую активистку Диану Махмутову задержали вчера уже после митинга по пути домой. И только сегодня после обеда она увидит своих детей. Все это время женщина провела в РОВД, ждала суда. Вчера примерно в 3 часа забрали, и вот сейчас прошел суд. Суд прошел без удостоверения личности, поскольку медеевские сотрудники его потеряли. В РВД провела, не отпускали домой. Как обезьянник же говорят, просидела там. Не дали возможность позвонить, вызвать адвоката. Вчера Диана несколько часов провела на площади. И пришла она туда не ради кого-то, говорит активистка. Это ее личная гражданская позиция. Никто сюда не приходил ради Аблязова. Это гражданская позиция. Сегодня за выражение своего мнения ей присудили штраф в $327. Это уже 4-я административная судимость алматинки. Обвиняли за то, что у нас в стране митинги санкционированы, что я участвовала в несанкционированном митинге, да, и кричала «шалкет». Вот это слово, что я кричала «шалкет», поводом является, что мне сегодня 127 тысяч штраф. С нами активистка поговорила уже после решения суда. До процессов нашу съемочную группу не хотели впускать в здание суда. Мы хотели уточнить, будут ли еще проходить процессы над задержанными после вчерашнего митинга активистами. Увидев журналистов, сотрудники суда попытались сослаться на выходной день. Согласно закону о праздниках, если красный день календаря выпал на будний день, то следующий тоже становится выходным. Вы же работаете, молодые люди. Откройте дверь. Вы кто? Вы кто? Представьтесь. Суд работает, вы зачем дверь закрываете? Я зайду все равно. Я все равно зайду в здание, откройте дверь. Как оказалось, Диана Махмутова – последняя на сегодня активистка, чье дело рассматривал административный суд Алматы. Остальных задержанных уже отправили в спецприемник. Там они проведут от 10 до 15 суток. Точное количество задержанных Диана не знает, но отмечает, только в полиции Медеевского района их было около 10 человек. Всего в Алматы 8 районов. Людей всех задержали и начали по кабинетам их распределять. Я уже там своих знакомых видела. И мы сидели в одном здании, где постоянно нас сажают. По 2 человека, около 10 человек вчера судили. Точное количество задержанных пока не знают и правозащитники. Им предстоит выяснить, сколько людей на самом деле после прошедшего митинга оштрафовали, а сколько посадили в спецприемник. Тем временем в МВД уже озвучивают результаты своей работы за вчерашний день. Юристы эти данные намерены перепроверить. 16 декабря в городах Нур-Султан и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Таким образом, они нарушили покой и отдых граждан в праздничный день. Поскольку участники не выполнили требования органов власти о прекращении незаконных действий, в городе Нур-Султан доставлены в полицию 32 человека, в Алматы – 23. Правозащитник Ерлан Калиев приводит цифры только по одному городу – Нур-Султану. Хотя вчера другие правозащитники сообщали о задержаниях еще в 3 городах – Усть-Каменогорске, Уральске и Шымкенте. Я в этой связи могу сказать следующее, что только вчера на моих глазах во время проведения мирных шествий было задержано сотрудников произвольно, принудительно применением силы, были задержаны порядка 60 человек. Поэтому, исходя из этого, я могу предположить, что
Вчерашним днем принудительному доставлению в различные РОВД города Астаны, по моим прикидкам, где-то человек 100-120. Пока юристы собирают данные о задержанных накануне участников митинга, к ним снова поступает информация. Тех, на кого только наложили штраф. Сегодня повторно, говорит Калиев, вызвали в полицию якобы для профилактической беседы. Шолпан Уразбекова, Ганизат Оспанов и Павел Энгельгард. В настоящее время Азия, Казахстан. Просто факты. Кыргызстанский ресурс «Факт-чек KG» совместно с изданием Bellingcat попытались посчитать возможные траты семьи бывшего замглавы таможенной страны Раима Матраимова на брендовую одежду и украшения. Для этого редакции провели анализ фотографий членов семьи экс-таможенника в соцсетях. Коллекция часов супруги Матраимова, по данным изданий, равнозначна 14-годовым зарплатам заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана. Об интересных покупках подробнее расскажет Дарья Тимофеева. Утверждает, что в гардеробе жены Раима Матраимова как минимум с десяток брендовых вещей класса люкс, журналисты факт-чека не берутся. Авторы материала лишь указывают, что одежда и украшения у Улкан Тургуновой на фото практически идентичны продуктам мировых дорогостоящих марок. Только на этом снимке факт-чек насчитал аксессуаров на более чем 1 миллион сомов или без малого 15 тысяч долларов. Публикацию в золотых браслетах с бриллиантами от Cartier супруга Матраимова сделала еще в 2016 году. Муж ее на тот момент трудился на таможне и за весь предыдущий год, согласно декларации, заработал только половину стоимости этого украшения. В 2015 году в декларации числится квартира и годовой доход в размере 587 тысяч сомов. У близких родственников, жены и тех, кто находится на иждивении у чиновника, доходов и имущества не было. В отличие от 2015 года, в 2016 зарплата чиновника увеличивается до 71 тысяч сомов в месяц, а у близких родственников появляется доход. Семья покупает коттедж и получает 12 миллионов 600 тысяч сомов от продажи скота и других гражданско-правовых актов. В общем, за 2 года семья Раимбека Матраимова получает доход в 15 миллионов 600 тысяч сомов. В 2015-м в семье госслужащего появляется Lexus премиум-класса за 4,5 миллиона сомов. Похвастать подарком у Улкан Тургунова не забыла и в соцсетях. Там же она регулярно выкладывала фото своих нарядов, сумок и часов. Модные луки жены на тот момент таможенника один в один схожи с коллекцией одежды от Dolce & Gabbana. В сумме часы, которые мы нашли на фотографиях, стоят 12 миллионов 400 тысяч сомов. Это почти та сумма иска, которую он потребовал от издания Globe KG за моральный ущерб, или 14 годовых зарплат заместителя председателя таможенной службы Кыргызстана. За последними трендами следили и дети Раима Матраимова. Стоимость одних таких часов, ну или очень похожих на них, свыше 1 миллиона сомов. Госслужащий, судя по соцсетям его семьи, родных баловал. Опубликовано видео, как сын Матраимова наблюдает за футбольным матчем в вип-ложе на стадионе в Англии. Цена билета – около 150 тысяч сомов. И вот уже через несколько часов после публикации этой статьи доступ на сайт Fact-Check KG стал невозможным. Редакторы издания сообщили, что портал подвергся DDoS-атаке. Материал к тому времени уже разлетелся по соцсетям и был перепечатан другими изданиями. Дарья Тимофеева, Тимур Тимаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Ну и прямо сейчас с нами на связи по скайпу редактор сайта Fact-Check KG Болот Тимиров. Болот, добрый вечер. Так что в итоге произошло с вашим сайтом и каковы причины сбоя в его работе? Расскажите, пожалуйста. Как нам сказали программисты, была жесткая DDoS-атака из 16 стран мира, то есть из тех стран, в предыдущие дни к нам люди не заходили, в принципе. То есть, что еще сказали программисты, что практически почти 200 гигабайт весила DDoS-атака, и продолжается он до сих пор, начиная с 4 часов. То есть в 3 часа мы опубликовали материал про Матраимова, и в 4:30 где-то началась DDoS-атака, и доступ к сайту у нас до сих пор нет. Болот, ну и все-таки каковы причины? То есть та публикация о Раиме Матраимове и покупок его супруги, вы считаете, что обнародование этой информации является причиной атаки, да? Я других причин не вижу, потому что наш сайт работает уже 2 года и 1,5 года, и таких случаев не было зафиксировано, да. И вот появляется такой материал, и тут же начинается DDoS-атака. Ну, если еще немного предполагать, конечно, сейчас можно только и предполагать, кто мог совершить атаку на ваш сайт. У вас есть еще какие-то версии?
Других версий абсолютно не существует, потому что 2 часа прошло с момента публикации материала, и материал очень хорошо расходился, перепечатывали, перепостили. То есть я это связываю только с выходом этого материала. Хорошо, Болот, большое вам спасибо. Я напомню, что с нами на связи по скайпу был редактор сайта FactCheck.eg Болот Тимиров. Всего вам доброго, Болот, до свидания. Ну, а я лишь добавлю, что на завтра в Бишкеке запланирован митинг против коррупции в поддержку свободы слова в Кыргызстане. Поводом для выхода на акции протеста послужило расследование о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов. И к этому, по информации журналистов, может быть причастен скандально известный экс-замглавы кыргызстанской таможни Раимбек Матраимов. После выхода расследования он подал иски на радио Азатык, сайт Иклоп и 24KG. К другим темам. Хосият Йорова, сестра осужденного адвоката, правозащитника и узника совести Бузургмех Райорова, сегодня впервые после своего возвращения в Таджикистан встретилась с журналистами. 3 года назад в Германии она подала запрос на предоставление ей политического убежища, но так его и не получила. Женщина, по ее словам, вернулась на родину в минувшее воскресенье вместе с мужем и 6 детьми в надежде на амнистию. Власти Таджикистана уже 4 года призывают всех находящихся в розыске за преступления экстремистского характера вернуться в страну и обещает им свободу. Ранее Хосият в Таджикистане обвиняли в экстремизме. Продолжит Анушерван Арипов. Хосият Йорова откровенно боялась возвращаться домой. По ее словам, другие политические беженцы из Таджикистана, с которыми она общалась в Германии, отговаривали ее от этого поступка. Тем не менее, Йорова решила проверить обещания властей о свободе для добровольно вернувшихся и прилетела в Душанбе, чтобы заботиться о больной и одинокой матери. Хосият, сестру известного осужденного правозащитника, власти обвиняли по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Мы сильно боялись. Пока вышли из аэропорта, прибыли 3 рейса, и мы думали, что сейчас они пройдут, а нас задержат. Но ничего подобного не было. Мы приехали домой, и вот сегодня вторник, а до сих пор нас никто никуда не вызывал. Хосият настаивает на том, что не согласовывала возвращение с правоохранительными органами Таджикистана, хотя, по ее словам, соотечественники за границей до сих пор сомневаются в правильности ее поступка. В пресс-службе МВД нам сказали, что не в курсе, велись ли с Йоровой переговоры о возвращении. Но, несмотря на заведенное ранее уголовное дело против женщины, в милиции пока не могут сказать, попала ли она под статью об амнистии. Возможно, ее до сих пор не задержали, чтобы убедить остальных политэмигрантов в том, что в Таджикистане им ничего не грозит. Сама Хосият никого ни в чем убеждать не собирается. Честно говоря, я не могу никого приглашать вернуться. Если органы заговорят об этом, я скажу, что они сами должны делать так, чтобы люди без страха возвращались. Я здесь, но страх есть во мне, недоверие к власти. Помимо заботы о пожилой матери, Хосият собирается бороться за освобождение из тюрьмы своего брата Бузургмеха Райорова. В сентябре 2017 года он был осужден на 28 лет тюрьмы. Сам адвокат в суде заявлял, что его дело политически мотивировано. Месяц назад, в соответствии с законом об амнистии, срок заключения Йорова был сокращен на 6 лет. Сейчас мы можем только помогать ему, навещать брата, но мы не будем сидеть без дела. Мой брат невиновен. Как бы ни развивались события, Хосият Йорова больше не собирается уезжать из страны. Она утверждает, что готова к любым испытаниям на родине. Анушерван Арипов, Насим Исамов. Настоящее время, Азия. Продолжаем говорить о новостях из Таджикистана. Все больше свидетельств того, что власти этой страны занимаются незаконным преследованием граждан за религиозные взгляды. В Душанбе закончился громким скандалом очередной рейд правоохранительных органов против женщин в хиджабах. Во 2-й отдел МВД столичного района Сино накануне доставили около 2 десятков женщин в традиционной мусульманской одежде. Среди них оказалась дочь Рахматулло Раджаба Нилуфар. Оппозиционер, напомню, признан правозащитными организациями политзаключенным. Его дочь задержали прямо на улице под предлогом разъяснительной беседы, доставили в отделение. Нилуфар утверждает, что на ее слова о незаконности задержания женщин в хиджабах сотрудники госорганов отреагировали довольно резко. Она записала свой диалог с представителем комитета по делам женщин. Чиновница заявила, что ношение одежды, которая не соответствует традициям таджикского народа, запрещены. Далее чиновница перечисляет некие административные статьи и президентские указы, которые на самом деле не существуют.
Нилуфар Раджабова говорит, что тон милиционеров стал резко агрессивным после того, как она попыталась сфотографировать объяснительную, которую ее заставили подписать. Двое сотрудников заволокли меня в подвал. В тот момент я сильно испугалась, дрожала, ноги не слушались. Сказали: тебя, предательницу, посадим на 15 суток. Отобрали телефон. Я спросила, на каком основании вы обращаетесь с женщиной подобным образом. Они ответили, что ты не женщина, ты проклятая, ты подстрекательница. Другой сказал, что с ней ничего не случилось, она притворяется. Они заново написали какую-то объяснительную и приказали подписать. Сказали, что отправят телефон на экспертизу на 10 дней, чтобы выяснить, что там внутри. Сказали, что даже если ничего не найдут, сами что-нибудь подкинут, чтобы без суда упрятали меня в тюрьму рядом с отцом. Нилуфар рассказала, что ее незаконно продержали в отделении милиции около 10 часов. Отпустили женщину только после того, как об инциденте написали СМИ, и к воротам отдела пришли ее родственники. Тем временем в отделении милиции в беседе с корреспондентом радио Озади опровергли этот случай, а пресс-секретарь МВД сказал, что этот факт будет проверен после поступления официальной жалобы Раджабовой. В комитете по делам женщин и вовсе исключили проведение рейдов на женщин в хиджабах, хотя до этого в МВД назвали мероприятие разъяснительными беседами. Рейды в данное время не существуют, потому что мы провели столько информационных мероприятий. Мы думаем, что наши девушки, женщины уже поняли, в чем суть национальной одежды и в чем суть вот этого хиджаба. Если ее задержали вот правоохранительные органы или, как вы там сказали, представители якобы комитета по делам женщин, почему она не обращается точностью в комитет по делам женщин? Она почему не обращается к председателю, что мы, как вы могли содействовать вот этому задержанию или объяснять ей какие-то ее права или что там, ну, я не знаю, потому что я не знакома с этой новостью, я вот только что услышала от вас. Между тем, правозащитные организации призвали власти Таджикистана положить конец преследованиям и давлению на родственников оппозиционных активистов. В совместном заявлении Норвежского Хельсинского комитета и Ассоциации за права человека в Центральной Азии говорится, что власти Таджикистана притесняют членов семьи оппозиционеров, проживающих за рубежом, и таким образом заставляют молчать своих оппонентов. Количество вызовов и допросов родственников диссидентов в органы госбезопасности резко возросло после визита Эмомали Рахмона во Францию и Швейцарию. Тогда таджикская оппозиция в столицах этих европейских стран устроила акции протеста против визита президента Таджикистана. По словам оппозиционных активистов, их близких также вызывают на незаконные допросы каждый раз, когда они обращаются в правозащитные организации или дают интервью СМИ о преследовании своих родственников в Таджикистане. Это попытка заткнуть, запугивать и создавать огромный страх в мозгах и в жизнях тех людей за границей и внутри страны, которые даже думают о том, что можно критиковать власти. То есть те, которые выражают мирную позицию и осуществляют активизм, мирный активизм, подвергаются жесткому преследованию. И эта практика мы видим в Таджикистане как особый феномен. Особый феномен найти слабое звено, самую слабую часть, да, жизни активиста, это оказать давление на его семью или на ее семью. По мнению правозащитников, странам Запада необходимо более решительно действовать в отношении репрессивной политики официального Душанбе против своих политических оппонентов. По мнению Стива Свердлова, США и Европейский Союз должны наложить санкции на таджикистанских высокопоставленных чиновников, которые осуществляют политику притеснения и преследования. Вопрос, кто должен войти в этот список санкций, в первую очередь это относится к главе спецслужб Таджикистана Сайму Минятимов, которого раньше международные правозащитные группы номинировали на так называемый список Магнитского. Смотрите далее в нашей программе. В Пакистане бывшего президента страны Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Сегодняшний день исторический. Это приговор не только генералу Первезу Мушаррафу, но и приговор всем диктаторам прошлого и диктаторам будущего.
Мы продолжаем нашу программу. Дело экс-генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова передали в военный суд. Процесс может начаться уже в ближайшее время. Об этом сообщает узбекская служба «Радио Свобода Узодлик» со ссылкой на собственные источники в администрации президента и в органах прокуратуры. Как ожидается, дело бывшего генерального прокурора будет рассмотрено на закрытом заседании военной прокуратуры. Я напомню, Отабек Муродов проходит фигурантом по делу арестованного экс-главы службы госбезопасности Ихтиора Абдулаева. 18 сентября его вызвали на допрос, а на следующий день поместили в следственный изолятор, где он находится до сих пор. До этого Муродов находился под домашним арестом. Отмечу, 21 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Сената Олий Маджлиса сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Муродова. В своем выступлении президент заявил, что глава надзорного органа не оправдал его доверие. Отабек Муродов был самым молодым генеральным прокурором в истории Узбекистана. Он запомнился тем, что надзорный орган стал более открытым, а пресс-служба Генпрокуратуры активно работала с журналистами. К смертной казни бывшего президента страны Первеза Мушарафа приговорил сегодня суд в Пакистане. Его признали виновным в госизмене и подрыве конституционного строя из-за введения в 2007 году чрезвычайного положения. Приговор вынесен заочно, так как сам Мушараф уже 3 года живет в Дубае. Подробности истории Александра Касаткина. Приговор по уголовному делу, которое начали в 2013 году, был вынесен сегодня в Исламабаде. Кроме госизмены, бывшего президента Пакистана Первеза Мушарафа считают виновным в убийствах экс-премьер-министра Беназира Бхутто и лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Букти. Это дело ошибочно. Мы говорили об этом раньше. Мы говорили это раз 10. Чрезвычайное положение, которое Мушараф объявил 3 ноября 2007 года, это было сделано по совету премьер-министра и с согласия всех заинтересованных сторон. Он предпринял это с согласия правительства и для блага страны. Генерал Мушараф пришел к власти в 1999 году во время военного переворота. Он сместил с поста премьер-министра Беназир Бхутто первой женщины во главе государства в исламском мире. После 8-летнего изгнания летом 2007 года она договорилась с Мушарафом о своем возвращении в Пакистан и участии в выборах. В ноябре, после своей победы на выборах, не дожидаясь оценки суда о легитимности его переизбрания, Мушараф ввел в стране чрезвычайное положение, приостановил действия Конституции и арестовал судей Верховного суда. В стране начались массовые протесты, а Беназир Бхутто была убита во время теракта на митинге 27 декабря. Уже летом 2008 года Первез Мушараф лишился поддержки пакистанской армии и добровольно ушел в отставку в связи с угрозой импичмента под гарантией собственной безопасности. 24 марта 2013 года бывший президент вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, а уже 31 марта его арестовали по обвинению в госизмене и убийстве Бхутто. В 2016-м ему разрешили покинуть страну по состоянию здоровья, и он уехал в Дубай. Сегодняшний день исторический. Это приговор не только генералу Первезу Мушарафу, но и приговор всем диктаторам прошлого и диктаторам будущего. И поэтому это очень важно. 2 недели назад Первез Мушараф записал с больничной койки видеообращение, в котором назвал уголовное дело против него безосновательным. Смертный приговор, который сегодня вынес суд, еще может быть обжалован. Александр Касаткин. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Алло. Алаев. Меня зовут Папа Алаев. Я исполняю музыку с 3 лет. Не будь семья такой, не было бы нашего оркестра. Для меня жизнь — это музыка. Нести людям радость. Россияне не хотят говорить о Крыме. Владимир Владимирович Путин хочет закрыть вопрос по Крыму навсегда. Прекратить оккупацию и вывести войска из Крыма. Включая дестабилизирующие переброски российского вооружения, включая ядерное вооружение. Как Поклонская критикует российских журналистов. Все дружненько аплодируют, хлопают.